Ассаламу алейкум. Мы сейчас в прямом эфире. Да, и сегодня у нас новый цикл передач, называется «Стартапы». И первые гости– это наш ингушский стартап «Работа 06», который будет представлять Мухаммед и Моусер. Давай тогда, Мухаммед, тебе слово дам первому. Элмер, алейкум салам, рахматуллахи ва баракатуху, бисмилlah, алхамдулиллах, ва салату ва саламу ала Расулуллах. Пусть Всевышний дарует баракат нашей встречи, пусть Всевышний позволит нам сегодня говорить о том, в чем будет польза для наших зрителей. Так, Моусер, добавишь что-нибудь? Так, ну, к приветствию разве что. Ассаламу алейкум. Дедик Холшин. Дедун Дуцер. Сейдик Холшин. Ладно, я думаю, Элмерс имел в виду представиться, да? Да, я в первую очередь хотел бы узнать, кто вы, что вы, то есть, да, Моусер, тебя, я так понимаю, ты у нас технический специалист, да? Вот. Да. Да, расскажи что-нибудь, как ты, где учился, на кого учился, как ты вообще попал в это IT? Все с меня начинается, да, хотя упор скорее на Я проект. Мухаммеда могу начать. Мама, давай, ты у нас с какой сферы больше? Так, Элмерс, мне говорить о чем? О том, где я учился или вообще о проекте, как развивался, что случилось? Нет, просто о себе скажи пару слов, чем занимаешься, как? Да. Меня зовут Мухаммад Кузьков, я являюсь директором частного агентства занятости «Вакансия». Мы занимаемся тем, что решаем проблемы безработицы в республике. Миссия нашего проекта – это помочь устроиться на работу нашим безработным землякам, чтобы они смогли, первое, кормить себя и свои семьи, и второе, чтобы они сумели создать более сильное общество. Учился я на финансиста, затем магистратура была на преподавателя. Диплом я, к сожалению, до сих пор не забрал. И вот сейчас являюсь руководителем этого проекта. Было очень много проектов. Мы за последние года, вот одна из самых известных, это вот «Работа 06.ru». «Работа 06.ru» – это название такое, которое в народе больше известное, а так официальное название нашей компании – это частное агентство занятости «Вакансия». Если так коротко о себе, то так. В прошлом был профессиональным спортсменом, сейчас являюсь предпринимателем. Отлично. Моусер? Так, я Моусер Халакоев, да. У меня немного лет, поэтому мне особо рассказать и нечего. Я недавно окончил университет, вот сейчас работаю в компании, вот. Собственно, наверное, и все. Ничего На какую специальность ты учился? Учился я, то, где я учился, и там, где я работаю, это мало связанные сферы, да. Учился я, кратко, это сетевик, да, вот, занимаюсь сетями. Я учился плохо, поэтому навряд ли я что-то знаю по этому поводу. А работаю я скорее как, программистом, да, вот направление фронтендером работаю. В Рутуб, не знаю. Как долго ты учился на фронтендера? Учился, я прям помню дату, когда я начал, вот все, надо начинать. Это 12 февраля 2020 года. И с тех пор я вот, параллельно учебе, мне учеба после первого семестра показала, что, это не то, что я хотел, да, и надо уже к чему-то другому приступать. Вот начал я скорее вот, вначале там какие-то курсы проходил онлайн, да, но затем я понял, что это не совсем мое, и вот начал как самообразованием, да, заниматься, пытаясь вот упорно практику делать, мне кажется, самый правильный вариант. Сразу вот пытаться что-то сделать, а уже знания по ходу получать, да. Это не работает в медицине, но работает в программировании. Вот. Собственно, и в этом году закончил учебу, но вот до окончания уже был устроен на работу, поэтому диплом у меня сейчас лежит и на самом деле ничего не делает. То есть это я просто почему спросил? Это очередной пример того, что ты сколько там, 5 или 6 лет, наверное, в ВУЗе учился на одну специальность, и потом, да, а потом бац, перешел на другую и уже работаешь. Это не сложно, не страшно и нужно, даже я сказал бы, нашей республике. Да, и я список вопросов некоторых подготовил по поводу площадки. Я хотел бы спросить, Мухаммад,
Как так получилось, что тебе пришла идея сделать, вот, допустим, я понимаю, там, кадровое агентство, там сидите, там что-то помогаете, а вот именно сделать именно сайт такой, когда уже есть hh.ru, когда есть Авито, когда есть такие монстры, с которыми очень тяжело будет бодаться, особенно маленькой Ингушетии. Ну, вообще, Элмерс, было все немножко по-другому. Меня окружают очень такие братья, которые переживают своему народу. И мы вот сидели, обсуждали, что вот много проблем в республике. На самом деле, это инициатива нашего товарища. Мы сидели, думали, блин, столько проблем, и было бы неплохо начать хотя бы за что-то взяться. И мы подумали, что проблема безработицы нашей республики, да, она очень высокая. Вообще из того, что из проблем безработицы вытекают еще две сопутствующие проблемы. Это проблема семейных отношений, проблема наркомании. И просто вот сидя в компании, мы решили, что давайте возьмемся и просто посмотрим, бисмилля, начнем, положимся на Всевышнего, посмотрим, что из этого получится. Вот так вот мы запустились и начали публиковать вакансии в соцсетях, максимально лаконично оформляли вакансии, начали собирать их со всей республики, потихоньку начали подтягиваться безработные, с одной стороны, с другой стороны подтягивались уже работодатели, и все дошло до того, что мы порой в день выставляли по 20, а то и по 30 вакансий на наших страницах в соцсетях. И еще в 2020 году я понял, что своя платформа, она необходима. Но касаемо вот HeadHunter, Авито, Superjob, нужно понимать особенности региона. Это слишком тяжелые платформы для нашей республики, для наших людей это тяжелые платформы. Для того, чтобы какой-то IT-продукт в нашей республике работать, да, он должен быть в два шага, 2 клика. То есть, если он будет в 3 клика, он уже работать не будет. Поэтому и эти платформы у нас в республике не востребованы. То есть, резюмируя, сам проект, реализация проекта началась от того, что в республике была проблема, и мы захотели хоть как-то оптимизировать эту боль. Да, все верно, прекрасно понимаю. А сколько вообще по времени существует этот проект, стартап? Ну, где-то, считайте, с конца 2020 года, либо с начала 2021 года. Это вот так. То есть у Понял. меня, на самом деле, 2-3 года для проекта, для стартапа это очень немало. То есть можно подумать, что за 3 года там люди огромные компании строят, но у меня подход немножко, я к этому как подхожу, я верю в маленькие, я верю в то, что маленькие, но постоянные шаги по итогу дают очень неплохие результаты, да. Важно планомерное развитие, важна динамика, положительная динамика. И в этом проекте, на самом деле, начиная проект, у нас не было какого-то именно коммерческого интереса. Да, мы как предприниматели не против заработать на проектах, да, иншаллах, мы заработаем на нем, раскачаем, заработаем на нем. Но изначально проект начинался как социальный проект на общественных началах, и как бы мы сами его, проект дотационный, мы сами его поддерживали, есть наш товарищ, руководитель компании «Спектр», Юсуф Погоров, он нас сильно поддержал, до сих пор поддерживает. Но вот за эти 3 года у нас довольно хорошая динамика. В 2021 году посредством нашего проекта, только из того, что мы выяснили, да, на постоянную работу устроились порядка 400 человек. В 2022 году эта цифра увеличилась чуть ли не вдвое. Это было более 700 человек на постоянную работу. То есть за 2021-2022 год, за 2 года нашей работы на постоянную работу устроились уже более 1100 человек. То есть для сравнения это результат равен строительству 3 многомиллиардных заводов. Плюс, считая эти цифры, мы не считали тех, кого взяли и уволили. То есть это были люди, кого взяли и которые закрепились. В 2023 году, этот год для нас оказался самым плодотворным. Количество вакансий, которые мы выложили, сейчас на странице выложено более 6 тысяч вакансий. Ну, понятное дело, что некоторые из них повторяются, да. И, наверное, в конце года мы также подобьемся, сколько человек посредством проекта в этом году вышло на работу. А как вы, это цифры очень, это прям шикарные цифры, честно говоря, проекту 2 года уже больше 1000, получается, устроенных на постоянную работу людей. Это шикарно. А как вы их считаете? Это какая-то... У нас есть своя база, то есть вакансии, которые публикуются, да, мы в конце года просто прозваниваемся, то есть не сразу прозваниваемся, а потом спустя время, для чего? Для того, чтобы
мы не считали, ну, в том числе, во-первых, для удобства, во-вторых, для того, чтобы мы не считали тех, кого взяли и уволили. То есть, условно говоря, там человека могут взять, он может месяц-два месяца поработать, его уволить. А Ушедший так, испытательный срок, условно, да? да, мы в конце года уже прозваниваемся по нашим работодателям и конкретно по каждой вакансии смотрим, там, кого они взяли, кто закрепился. В 2023 году, вот в этом году, в конце года мы уже будем считать, сколько человек в этом году устроилось. Иншаллах. И сейчас вот эти вот вакансии, если ты говоришь больше 1000, это значит, там все в архив уходят, да? То есть человек уходит, вакансия закрыта, компания говорит, вакансия закрыта, вы в архив убираете, да? Ну смотри, Вакансии. за 2021-2022 год посредством проекта на постоянную работу устроились более 1100 человек. Сейчас на странице выложено более 6000 вакансий. Если нам работодатель говорит, что сам нас сами связывается, говорит, что вакансия уже не актуальна, мы ее, естественно, соответственно, удаляем со страницы. Больше 6000 вакансий, понял. Я вот, допустим, тоже сегодня регистрировался, смотрел. У нас все-таки по большей части в республике это магазины, кафе и подобного рода. Но я не видел там вакансий различных вахтовых или там, допустим, IT, или, скажем, те вакансии, которые, грубо говоря, на удаленке или вне рамках нашей республики. Работаете ли вы с другими регионами России и вообще с миром? На самом деле, когда поступают периодически поступают вакансии на вахту, это бывают вакансии токаря, я не знаю, кого-то там еще, мы эти вакансии не публикуем. Почему? Потому что у нас есть определенный уровень доверия со стороны наших пользователей, да, и, как правило, подстав на вахтовых работах бывает очень много. Подстав, обмана, то есть на старте все бывает очень красиво, сладко, по итогу людей очень большое количество людей кидают. Мы в этой истории, да, эту историю будем реализовывать сами, иншаллах, то есть мы уже тестово обкатали, что мы делаем, мы берем, допустим, объект какой-то, уже общаемся с руководством на месте, смотрим по ситуации, берем обратную связь, выезжаем сами на объект, смотрим условия, какие там, и только после этого выставляем какие-то вакансии. То есть, в принципе, на вахтовые работы где-то порядка, может, не смогу сказать, но определенному количеству людей мы сами помогли уехать за последние 3 месяца. Сейчас пока это направление мы приостановили. Почему? Потому что минимум проживания, которое они сейчас предлагают новым вахтовикам, поэтому пока те объекты, зарплата хорошая, и условия проживания, и вообще объекты будут надежные, где все будет соответствовать тем условиям, которые изначально. Так, Мухаммад, кажется, чуть-чуть со связи сбой у нас. Слышно меня? Да-да, там перебои были небольшие со звуком. Да, я понял основную мысль, что вы проверяете те места, откуда приходят заявки, чтобы там все честные были и не обманывали. Да. А касательно, допустим, такой истории, что если на других площадках есть какие-то вакансии, допустим, но которых нет у вас, вы их не копируете себе, да? Вы как-то обходите этой стороной. Изначально вообще сама суть была такая, чтобы собирать все вакансии из республики в одно место. Но сейчас, я думаю, у нас так, в принципе, среди работодателей большая известность, и те, кому нужны работники, кому действительно нужны работники, они выходят и выкладывают вакансии. Единственное, бывают такие работодатели. Мне на самом деле рынок кадров в республике находится на очень слабом месте. Почему? Потому что огромное количество работодателей вообще не имеют понимания того, как устроен процесс управления персоналом. И бывает такое, что даже мы там создали очень простую форму, куда ты тыкаешь и просто заполняешь, там, какая зарплата у сотрудника будет, кто тебе нужен, и все это в духе. Иногда попадаются такие, кто ленится даже туда заполнить свою вакансию. Но я так думаю про себя, что раз ты ленишься туда заполнить свою вакансию, значит, тебе сотрудник не особо-то и нужен. Поэтому мы со своей стороны постарались все максимально просто в упрощенном формате сделать. И я думаю, что работодатели, в принципе, и так знают о платформе. На самом деле, на сегодняшний день
мы даем работодателям такую возможность. Вот представь, тебе нужен сотрудник, да, и мы тебе говорим, мы для тебя соберем на площади 30 тысяч безработных и дадим тебе возможность выступить, выйти на сцену и заявить о своей вакансии. Фактически мы на сегодняшний день дали такие же возможности. Маша Аллаху барик, на нас сейчас подписано более 30 тысяч человек, и причем это целевая аудитория. И актив очень-очень хороший, прям очень хороший. Я так люблю получать обратную связь вообще, как вам сохранится, все ли нравится, как вы нашли сотрудника. И очень радует то, что люди говорят, что порой они закрывают вакансии и за несколько часов с момента того, как мы выложили вакансию. Да, а ты 30 тысяч, это и в соцсетях где-то, да, подписано? Или это трафик месячный? Получается, в Инстаграме у нас 30 300, кажется, подписчиков. И в Мгм. Телеграме там, я не знаю, сколько, надо посмотреть. Ну, это хорошие цифры. Хорошие цифры. У меня еще сегодня перед выпуском я зарегистрировался, повесил свое резюме, хотел посмотреть, как это будет. Да, и сразу же, что бросилось в глаза, то, о чем ты говорил до этого, это то, что вы старались как-то максимально упростить, потому что, заходя на ХХ, там есть очень много параметров, которые надо заполнять, и которые, скорее всего, я чувствую, что наши бы очень сильно поленились это делать. Потому что даже о себе, когда есть там пару строк возможность написать, и то не пишут. Вот. Но я как такой айтишник уже со стажем, я перешел в личный кабинет свой, в поле, там, о себе, там, и стажем, начал все писать, и столкнулся с такой проблемой, что там максимальное ограничение 500 символов. Я даже 2 последних места не смог свои туда вписать. Соответственно, такой вопрос. Будете вы как-то это расширять, эту возможность для тех, у кого большой опыт или Это много что чтобы не перегружать наших работодателей количество информации. Не, на самом деле, то, что мы сейчас видим, сайт работа06.ру, это только MVP-версия. Это первый вариант того, что мы выложили. Естественно, все это будет дорабатываться, все это будет изменяться. То есть мы посмотрим на поведение аудитории, да, и исходя из запросов, естественно, будем менять, будем дорабатывать. Иншаллах. Да, и еще один момент, который там посмотрел, и мне кажется, он был бы полезен, это сделать что-то вроде поиска, потому что сейчас, как я смотрю, там есть фильтры, разделы, да, все бьется, но я посмотрел, и там некоторые неверно указывают, допустим, если он, допустим, указал не в тот раздел или в другое, не зная, куда положить эту корректную вакансию, то человек, который ищет, да, себе человека или там соискателя или место работы, он может не найти. Поэтому тоже такой момент, мне кажется, поиск. Это важно, но на самом деле там и эта доработка, еще другие доработки, возможность выложить свою вакансию, свое резюме в топ, возможность вывести на какие-то страницы, возможность дополнительные, допустим, там, что появлялись аналогичные вакансии или резюме, которые интересно работодателю. Все эти вещи будут дорабатываться, но в MVP-версии, стартовой версии, как ты знаешь, делается лишь самое-самое необходимое. Но твое замечание, оно имеет место быть, естественно, иншаллах, мы его сделаем. Просто вот поиск – это не совсем такая тривиальная штука, да, вот это свободный набор букв, да, вот человек пишет. Особенно я просто представлял, какую строку может написать вот среднестатистический человек, который ищет работу в Ингушетии. В смысле, если бы я искал, вот, делал такой фильтр, что строго вот входит, начинается, ну, короче, входит, да, строка, которую он пишет, то, скорее всего, в большинстве случаев ничего не находилось бы, да, поэтому нужно искать по смыслу. Вот, а искать по смыслу это, ну, в смысле, вот сравнивать по смыслу, да, сортировку какую-то делать. Вот, а это алгоритмы, ну, вот, ранжирования, да, за которые большие соцсети отдают большие деньги. Вот, ну, в смысле, я к тому, что... В смысле, я к тому, что это непростая штука. Ну, вот недавно мы нашли там некоторую возможность, которая нам позволяет относительно легко ввести такой функционал. У нас это в планах есть, поэтому, да, лендили мы это будем. То, что Элмарс говорит, 500 символов ограничений, я вообще не думал, что на самом деле кто-то сможет дойти до этого ограничения. Я просто, я что сделал? Я перед тем, как потестировать, перешел в ХХ, скопировал оттуда свое резюме и решил просто перенести по тем же полям. Вот. И столкнулся с такой ситуацией. Я понял, что надо быть кратким,
Да, эти ограничения были выставлены, ну так, какого-то аналитики проведено не было, поэтому, ну, примерно, наверное, так. Вот, щас ты сказал, Elmers, видимо, надо увеличить. Просто если человеку дать туда вставить «Войну и мир», это будет вообще не смешно для нашего Да, согласен. Плюс еще я посмотрел, там в основном много и не пишут. Видимо, да, просто, да, там очень кратко все пишут, и, как правило, я думаю, все обсуждения уже уходят в телефон, вот, поэтому при личном общении, поэтому это не так критично, особенно у нас в республике. Вот. И еще хотел бы спросить такие моменты. Планируете ли вы связываться с какими-то там российскими, допустим, крупными компаниями, которые предоставляют работу аутсорс? Не выезжать, допустим, да, на вахт, а для людей, чтобы они проживали в республике. Вот пример самый такой понятный, это IT-специалист, да, который, сидя у себя дома, может на удаленке работать и в Яндексе, и в Гугле, и где угодно, да. Вот с ними есть ли у вас в планах, или, может быть, уже какое-то общение идет, с ними как-то объединиться и размещать их вакансии у себя на сайте Работа 06? Это хороший вопрос, На самом деле, в эту сторону стоит смотреть, чтобы я и буквально вот неделю назад был на телевидении, я и там про это говорил, про то, что в условиях настоящих реалий, если мы хотим оптимизировать ситуацию безработицы в республике, да, необходимо завести вакансии извне, то есть вакансии, которые за пределами республики, завести в регион. Первый вариант, да, при котором наши люди, сидя здесь в Ингушетии, смогут делать эту работу. И второй вариант, при котором они смогут выезжать из республики и делать эту работу на месте. На самом деле, мало кто знает, но в нашем кейсе есть контракт с самым крупным банком России, Сбербанком, да, выполненный контракт. У них еще в конце 2020 года они вышли на нас, и им в рамках разработки искусственного интеллекта нужно было выполнить 168 тысяч заданий. Они вышли на нас. Поначалу ценник, который предлагался, был очень мизерный, нам это было неинтересно, мы отказались. Имеется в виду развитие искусственного интеллекта, да, вот этого Да, Сбербанка? да. Им, там они условия предъявляли довольно строгие, плюс ценник был очень-очень актуальный. Но учитывая нашу предпринимательскую такую хваткость, мы нашли, где перекрыться, и буквально за короткий срок взяли к себе в штат 51 работника, очень быстро обучили их, причем все это было официальное трудоустройство, все официально. Очень быстро обучили их и начали работать. И скажу так, что, маша Аллах Амбарик, у нас все было настолько круто, что Сбербанк поставил нам ограничения на ежедневное количество заданий. Я с ними связываюсь, я говорю, ребята, я говорю, вы там не офигели, я говорю, мы тут еле-еле, я говорю, выстраиваем все эти мотивационные вещи, я говорю, вводим геймификацию в работу, я говорю, а вы взяли и поставили нам стоп. На что они сказали, что, блин, ребята, Ингушетия просто бьет какие-то немыслимые рекорды, просто вы слишком все перегнали, говорит, и не ради хвастовства будет сказано, но когда мы выполнили 168 тысяч заданий с правильностью выполнения на 97%, Сбербанк, конечно, был... Сказать, что они были удивлены, ничего не сказать. То есть самый лучший показатель у другого региона в России, который также был подключен к этой программе, когда мы уже полностью все закончили, было лишь 30-35% от того, что сделали. Такая история была, и мы ее очень хорошо обкатали. Мы, в принципе, знаем, как работу устраивать, знаем, как работать с кадрами, знаем, как собирать большие команды, знаем, как управлять работниками, знаем, как мотивировать правильно, знаем, как геймифицировать, чтобы людям было интересно работать, да, знаем, как... В принципе, мы всю эту работу знаем. Еще тогда с нашими товарищами мы думали в этом русле, то, что было бы хорошо завести, но мы посмотрели и там, и тут, везде вроде полазили, ничего дельного не нашли. Тогда была такая история, мы прям вплотную за это взялись тогда, потому что был уже успешный кейс, выполненный кейс. Тут уже в чате вопрос у нас появился. Что ты говоришь? А так, в последующем, естественно, если мы найдем, допустим, такого хорошего оператора, который может нам передать какие-то вакансии на аутсорс сюда, в республику, мы только за. Ну, первое, что приходит на ум, это Яндекс, наверное, крупные такие IT-специалисты, которые, когда вывешивают, допустим, вакансии для удаленщиков, они обычно берут в том же ХХ, указывают все города России, которые есть, и вывешивают, дублируют туда вакансии.
Поэтому, я думаю, можно будет просто им связаться, просто написать. И плюс еще посмотрел я среднюю зарплату по площадке работы 0.6, это, как правило, там где-то 25-30, наверное, тысяч, если средний сделать. Вот. И плюс еще сравнил с их такими вакансиями, то там получается где-то около 40 тысяч средняя вакансия. Я думаю, вакансий у них много, и за счет этого можно было еще такую метрику поднять, как средний уровень зарплат на вакансиях, расположенных на вашей площадке. Я думаю, это вам тоже важный такой параметр. Вот, и в чате здесь вопрос один появился, он больше... Можно один момент? Да-да. Нам разовая история обходится очень дорого в плане времени, в плане внимания, да. Нам больше интересна массовая история. То есть, если мы говорим про разовые истории, там, одного человека устроить, даже вот касаемо вахты, если мы говорим про трудоустройство одного человека, то мы, к сожалению, себе на сегодняшний день такую роскошь позволить не можем. Почему? Потому что у нас не государственная контора, где финансирование идет из бюджета, да, нам приходится очень сильно оптимизировать работу наших специалистов, и мы стараемся его правильно распределить. Нам больше интересна именно массовая история, где мы запартнеримся с какой-то компанией крупной, да, и уже будем дальше лоббировать их вакансии у нас в регионе. Ну, это как раз-таки массовая история, потому что в Яндексе, как правило, если смотреть по сотрудникам, кого у них больше всего? Это курьеры, колл-центр, поддержка, там, водители, вот такие вот вещи. И они действительно, они копируют эту вакансию во все города именно потому, что им нужны много сотрудников. Это не Кстати, один сотрудник города. Да-да. да, я сейчас начал вспоминать. У нас в этом направлении уже была начата работа. Есть у нас один наш друг, получается, в Москве, и вместе с ней мы еще эту историю начали. И тогда был разговор за то, чтобы там один из топ-менеджеров, кажется, Яндекса, чтобы с ним проговорить. И я сейчас не вспомню, какие компании, я помню, что, кажется, Яндекс там был, и мы на них пытались выйти, но как-то интерес с их стороны как-то не увидели. Ну, как бы там ни было, тогда, допустим, не увидели, а сейчас в последующем, возможно, увидим. Ну, то есть мы со своей стороны подали инициативу, от них не было обратной связи, как-то эта история тогда загасилась. Ну, это хорошее направление, однозначно в этом направлении нужно трудиться, надо смотреть, 100%. Монсор, тут, кажется, тебе вопрос пишут. Тень Ферзя спрашивает, хотел бы узнать, какой стек технологий использовали в этом проекте, фронт-энд, бэк-энд, и кто этим занимался. Я понял. На самом деле, стек достаточно стандартный. Я вот, начиналось это все, как там у нас несколько человек было, но вот по большей части сейчас я сам этим всем занимаюсь. Так, вопрос. Вот у меня открытая трансляция. На фронте это используется React, я думаю, такая основная технология, с которой я связан. Вот. А в плане State Manager используется некоторая самописная штука. Эти слова, наверное, мало дают информацию. Zustand есть такая вещь, да, вот, и вот некоторая абстракция над ней. Вот. А на бэкэнде Nest.js есть такой фреймворк, да, и это не ORM, но вот такая штука для работы с базой данных Prisma. Вот. Те, кто на самом деле, это хорошие технологии, которые позволяют относительно легко на самом деле писать подобного рода приложения. Почему кому-то может показаться, почему вот на фронте React, да, хотя специфика проекта такая, что он должен быть, как сказать, индексируемым в поиске, как-то должен, как сказать, это не административная Я панель. как SEO-специалист, да, вот у меня отдельный пунктик по поводу Вот, этого. да. Стандартная технология на фронте, да, которая используется, чтобы это было SEO оптимизировано, вот, это Next.js. Вот, но почему был выбран React? Потому что, не знаю, это сугубо мое было предпочтение, что мне несколько не нравились правила, которые ставит Next.js, потому что он так ограничивает, говорит делать так, как они хотят. А я так не хочу. Вот. Что ж теперь поделать, да? Поэтому React не совсем подходит для такого рода приложения, но тем не менее, потому что конечная сборка, да, которая скачивается
Она не такая большая, она там разбита на части, поэтому там вот вот первый файл, да, который скачивается, он там буквально 300, что ли, килобайт, что-то такое. Вот, еще плюс он и кэшируется, да, вот браузерами, браузерами. Вот поэтому вот человек первый раз зайдет, да, у него, наверное, не так быстро загрузится, как это могло бы быть на других технологиях, но в последующие разы, когда он зайдет, у него это особо сильно различий, и не будет, да. Поэтому особо сильно критичного ничего здесь не было. Я думаю, что мы не так, как огромные какие-то компании, которые там миллионы долларов теряют, да, на буквально этих миллисекундах разницы. Вот. Но опять же, да, это и MVP-версия, поэтому кто сказал, что мы в будущем не будем это переписывать на нечто другое. Ну вот пока так. На фронте React, а на бэкэнде Nest плюс Prisma. Вот. Ну, как раз-таки то, что ты сказал про исходный код, я посмотрел код страницы и увидел, что там самый большой массив – это счетчик Яндекс.Метрики. Да? Ну вот, все тогда. Ну, остальное подтягивается, поэтому да. Но из минусов, да, то, что поисковик действительно этого не видит, и ему тяжело будет обработать это На самом все. деле, я пытался с других каких-то устройств чистых, да, вот не со своего, который там, может быть, Google угадывает, что мне нужно, да, загуглить работа 0.6, и вроде бы сайт там был в числе первых. Там была ссылка на Инстаграм, и вот сайт, и еще старый домен, там, Belfi.ru, он каким-то образом там тоже затесался. Вот, ну, поэтому, в смысле, он не так далеко расположен в поисковике. Да. А еще советую использовать работа Ингушетия и все производные от этого. Это будет, думаю, полезно. Вот, Имеется еще в виду хотел... ядро, как SEO-ядро, что ли, что-то такое, я не Ну, помню. это уже так углубляться пока не будем. Потом, наверное, это все придет к этому. Еще вопрос такой. Хотел спросить у Мухаммада. Была ли такая идея, как, допустим, взять базу из Spark, посмотреть самые крупные, самые эффективные компании в Ингушетии, да, там по оборотам, по деньгам, по количеству сотрудников, связаться с ними, просто подряд ко всем стучаться и говорить: давайте все ваши вакансии, давайте вакансии. На самом деле, Омар, хороший вопрос, опять же скажу. У нас есть стратегия того, каким образом мы заведем. Вообще мы хотим завести практически всех тех, кто ищет работу, и всех тех, кто ищет работников, на работу 06.ru. Есть определенная стратегия того, как мы это сделаем. То есть не просто звонки, да. Я понимаю, что они так будут в этом заинтересованы, но там будут определенные мероприятия, причем не одно мероприятие, посредством которых мы постараемся сделать этот сайт все пользовательским таким. Да, но тут такой же момент, чтобы люди туда ходили, там должно быть очень много вакансий. Ну, я и говорю, Чтобы то есть у нас есть хотели там размещать эти вакансии, там должно быть много людей, да. Я понял. Я и говорю, что на ближайшие 12 месяцев есть определенная стратегия того, как мы это сделаем. То есть не просто звонками, да, где мы там будем говорить. В принципе, и так практически большинство более-менее серьезных работодателей республики и так размещают свои вакансии на работу 06 уже, да. Но есть определенная стратегия, как на протяжении до конца 2024 года, каким образом мы заведем всю республику на эту платформу, иншаллах. Да, это хорошие, сильные планы. Вот. И касательно того, что, опять же, есть такие Авито и тот же ХХ, если не рассматривать, вот SEO мы пока не берем, MVP, вы больше сейчас в ближайшее время стратегию видите как развитие через соцсети, какая-то сарафанная история или как вы себе представляете? Ну, на самом деле, все вместе. И соцсети, то есть, несмотря на то, что мы сейчас сделали сайт, все эти вакансии, ну, по крайней мере, в ближайшее время также будут дублироваться и в соцсетях. Мы потихоньку, не таким резким шагом, тут обрубили, да, и сразу перевели, нет. Плавно переведем, я думаю, что те же вакансии также будут дублироваться и в соцсетях. Ну, естественно, и сарафанное радио, и мероприятия определенные, та стратегия, да, про которую я говорил, посредством которой мы это планируем сделать. Да, Эндрю. То есть, условно говоря, по итогу, что нам нужно, условно говоря, там, вы захотели создать в Сагапшах какой-то цех, да, я не знаю, по производству салфеток. И вот, сидя у себя там дома в Назране, ты сможешь достать телефон
забить Сагапши, и вот, иншаллах, все безработные, те, кто ищет работу в Сагапшах, они у тебя появятся. Ты сможешь либо позвонить им, либо пригласить себе вакансию, либо сохранить резюме, если пока не собираешься ему звонить, и, условно говоря, сидя у себя там на заранее, сможешь найти своих работяг в Сагапшах для своего цеха. Либо же, допустим, тот же парень, да, в Сагапшах, ему никуда не нужно, никому не нужно звонить, не нужно обращаться просто Аллаху баря, нет, он достанет телефон, просто посмотрит по тому же селу, допустим, да, если он не хочет выходить из села, просто будет смотреть по селу, наткнется на твой соответствующий цех и сможет позвонить, сказать, что вот, Илмаз, я бы, это работа моей мечты, я бы хотел работать в твоем цехе по производству салфеток. Да, но у нас пока IT-история больше туда уклон. Вот, у нас аудитория по большей части, которая интересуется IT, технологиями и прочим. Подскажи, какая у вас работа ведется в том направлении, чтобы обеспечить работой именно IT-специалистов? Есть ли вообще такой запрос сейчас у нас в республике? Если есть, то примерно какие у него объемы? Или может стоит смотреть больше на какие-то российские компании, там, на удаленные? Знаешь, я скажу по своему опыту, я на самом деле очень благодарен Мусору, я крайне ему признателен. Мусор такой же, что мне в нем нравится, помимо там его профессионализма, то, что он идейный, и мы с ним в этом очень похожи. То есть он так же, как и я, готов пахать, несмотря на то, что ты не видишь в ближайшее время какой-то отдачи от этого, да, сколько мы его делали, сайт Мусор, да. Я, конечно, пытаюсь его как-то и словесно поддержать, какой-то ему подарочек отправить, чтобы ему было приятно, но когда мы очень долго искали айтишников, разработчиков в лучшей IT. Очень долго искали, кому я только не обращался, на кого только не выходил. К сожалению, либо, я бы не хотел сказать, что не было в республике того, кто сможет это сделать. Может, и были, но, по крайней мере, мы для себя не смогли найти. Очень много специалистов. Я тебе точно могу сказать, что у нас есть специалисты, которые работают и в Яндексе, и в Авито, и вообще в крупных очень компаниях. У нас были интервью с разными разработчиками, там и Microsoft. Ну, там мирового уровня специалисты у нас действительно есть. Кто-то уехал, кто-то остался. Другой вопрос, наверное, что не было нормальной... Это же 20-й год, получается, да? Может быть, не было какой-то... Это буквально 22-й год. Я тебе могу точно совершенно сказать, что у нас есть разные уровни. Я и говорю, может, есть, я не сомневаюсь, что есть, может, действительно сильные ребята есть, но вот когда мы очень долго искали, Мусор этому свидетель, и интернет тоже этому свидетель. Почему? Потому что мы выставляли это объявление и не раз кричали об этом, о том, что нам нужны программисты, нам нужны разработчики. К сожалению, когда они нам нужны были, там никого, кроме Мусора, никто не отозвался, чтобы это сделать. То есть у меня была, я смотрю только по своему опыту, у меня была такая история, да, тяжелая. Ну, возможно, ты не обратился к нашему сообществу. Нет, я обращался, я же говорю, что я выставлял объявления в интернете, да. Иншаллах, надеюсь, что сейчас история улучшится в лучшую сторону, тем более я вижу, что Микаэль Гуцериев, да, заходит потихоньку в нашу республику. На самом деле, когда предприниматель начинает заниматься какой-то сферой деятельности, он делает это очень круто. Почему? Потому что у предпринимателя развиваются навыки того, чтобы выстроить все четко. Тем более вот такого предпринимателя высокого уровня, Микаэля Гуцериева, я думаю, что, иншаллах, с их приходом в эту отрасль, да, в республике, да, в Англии, все, я надеюсь, что поменяется кардинально в лучшую сторону. Была ли мысль связаться и предложить кадровую поддержку? Мы недавно встречались в Магасе, Билан Ужах, есть его племянник Билан Ужах, были представители бизнеса республики, представители IT-сообщества определенного. Я думаю, что да, они в курсе того, что мы есть. И сейчас вот в Магасе там корпус есть, плюс у нас еще другие различные школы есть, да, там по IT. И в ближайшее время, я думаю, наверное, там у нас будет достаточное количество выпускников, и их надо будет как бы в том числе трудоустраивать. Не хотите ли вы перехватить этих ребят, чтобы они не шли в ХХ, а шли к вам как-то, и вы поспособствовали к трудоустройству? Вообще без проблем, иншаллах. Отлично. Так, может быть, у чата еще есть вопросы. Мои вопросы, честно говоря, они закончились, потому что то, что меня интересовало, я все спросил. Так,
Так, Ну, давай. Элдос, кто нас смотрит? Где мы сейчас Ну транслируемся? вот, мы сейчас на канале Интернет, это ингушское IT-сообщество. Вот здесь, в принципе, вот можно прочитать. Вот. И у нас из чата вопрос, как планируете монетизировать проект? О, какой хороший вопрос. Как у Дудя, сейчас буду про деньги и про силу спрашивать. Мне на самом деле друзья, знакомые говорят, то, что Мухаммад, мы тебя знаем как предпринимателя, мы знаем, что ты каким-то образом все это дело монетизируешь, делаешь так, чтобы оно было выгодным. Только так и должно быть. Только так и должно быть. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, если мы говорим о том, что чтобы проект развивался, чтобы он существовал, если он будет дотационный, он не будет существовать. Проект в обязательном порядке должен иметь свою доходность, должен самоокупаться. В последующем мы планируем его монетизировать. В принципе, мы сейчас можем его монетизировать, просто суммы от этой монетизации будут не такие большие. Монетизация будет идти из того, что, иншаллах, в последующем мы сделаем вывод публикации, допустим, в топ. Это будет стоить определенную копеечку, да, условно говоря, на первостепенных этапах. Если ты хочешь, чтобы твоя вакансия или твое резюме котировалось на первой страничке, как только человек зашел, оно там будет отмечено, то, что это топ, это уже будет там дополнительную сумму, сможешь заплатить дополнительную сумму, чтобы твоя вакансия или резюме были более заметными. Ну, такие стандартные, то, что сейчас есть на аналогичных площадках, аналогичная монетизация будет. Да. А вот такой формат, как, допустим, в различных компаниях, да, есть такая история, что если сотрудник устраивается на работу и проходит испытательный период, то, допустим, его коллегам там или компаниям, которых привлекают, им как бы они это все дело поощряют их, да. И если смотреть, опять же, крупные компании вроде ХХ, они, как правило, позволяют пользователям разместить свое резюме, да, и оказывают различные консалтинговые услуги дополнительно платно, но размещение бесплатно. То есть они могут посмотреть резюме, сказать, какие ошибки вы допустили, что надо сделать, чтобы его улучшить там, и как поднять. Но всегда платно бывает для работодателя. То есть если я хочу повесить свое резюме, я должен заплатить. То есть вы по этому пути хотите пойти или у вас какой-то свой чуть-чуть иной будет путь? Ну, на самом деле, процесс монетизации, он же не делается одноминутно, да, это все делается поэтапно. Условно говоря, там, первую монетизацию я вижу в том, что мы будем выводить вакансии или резюме в топ, на первую страничку, либо в списках, чтобы это ранжировалось первым, да. В последующем у нас работает кадровое агентство, то есть мы сделаем так, чтобы, иншаллах, работодатель, размещая вакансию, мы будем предлагать свои услуги, то есть помощь в поиске работника. Он сможет эту вакансию заполнить и прислать нам, где уже наше кадровое агентство подключится и подключится и найдет ему уже готового работника, которого ему просто придется прособеседовать. А всю остальную работу сделает кадровое агентство. Также, допустим, в последующем у нас, когда Мосур передавали техническое задание для того, чтобы ему было проще, там есть определенная, ну, вы, наверное, знаете, цепочка, да, того, как двигается пользователь. И там это в том числе уже было, там некоторые этапы монетизации, просто мы это еще не внедрили. Условно говоря, можно будет резюме также заказать привлекательное резюме, где ты нажмешь кнопочку, с тобой специалист свяжется, прособеседует тебя и красиво в красочной форме также тебя оформит. И еще мы сделали очень такой прикольный момент. Мы видим то, что сферу отрасли кадров в республике нужно будет поднимать. И видим сильную неграмотность в процессе управления сотрудниками у работодателей. И мы сделали такую функцию на нашем портале, чтобы администратор мог писать пользователям. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы в последующем мы хотим, иншаллах, организовывать мероприятия для работодателей, такие образовательные такие лекции, да, где мы будем рассказывать, иншаллах, как нужно правильно адаптировать работников, как правильно, ну, в общем, обучать их знаниям управления персоналом, процессом управления персоналом. И также хотим в последующем, иншаллах, давать какие-то рекомендации работникам, что нужно сделать там, когда ты выходишь на работу, что нужно сделать, когда ты вышел на работу, первый день работы, да, на собеседовании, как что нужно говорить. В общем, резюмируя, хотим добавить элемент обучения на эту же платформу, иншаллах. Еще здесь вопрос из чата есть, или скорее даже пожелание от пользователя Pixel. Совет такой, что специфика работы в Ингушетии, что зачастую IT-специалистам неинтересно бывает работать в Ингушетии, да, или с ингушскими какими-то проектами.
и предлагает вам, что скорее необходимо вашему порталу выступать посредником, то есть в качестве HR-аутсорса. Как ты смотришь на это и согласен или у тебя... Эльмар, я с ним 100% согласен, абсолютно согласен. На самом деле в республике нет таких прибыльных бизнесов, да, которые смогли бы на сегодняшний день достойно платить разработчикам. Условно говоря, на сегодняшний день сеньор на рынке разработчиков, да, стоит в пределах сколько монстров? В пределах 200 тысяч, да, он стоит нанять такого разработчика. Нет, там цифра... Мы сейчас не говорим про историю нашего взаимодействия с Сеньоры монстром. больше стоят, да. Да, сеньор на сегодняшний день, middle стоит больше 100, в пределах 100, если не ошибаюсь, а сеньор уже стоит в пределах 200 тысяч. То есть, Ну, middle больше 100, да, а сеньор больше. Да. Прибавить к цифре по 100 тысяч, вот примерно столько. Да, и на самом деле в республике не так много бизнесов, да, которые смогли бы себе вот на постоянной основе, ну, в штате иметь своего такого разработчика хорошего. Но другая история, когда, допустим, можно брать какие-то проекты определенные от предпринимателей республики, условно говоря, там нужно разработать какую-то платформу, да, там разработчики его взяли, под определенный ценник сделали. Естественно, да, и в республике на самом деле для наших айтишников возможность разогнаться не такая уже большая, поэтому однозначно нужно смотреть в сторону работодателей России, а то и мира. 100%, я с ним согласен. Еще такой вопрос. Сталкивался с такими штуками, как, допустим, есть определенный соискатель, да, и он находит себе определенного консультанта, карьерного консультанта, да, который говорит ему, кто ты сейчас, кем ты хочешь стать, и выстраивает всю его цепочку карьерную, какая она должна быть, какие-то пожелания делает. Есть ли у вас что-то такое, допустим, для начинающего IT-специалиста, который, допустим, сможет вам обратиться и сказать: мама, допустим, я вот сейчас вот заканчиваю курсы, но там я в будущем хочу там в Яндексе работать, да, или в Google работать, или еще где-то работать. Есть ли у вас такая услуга, как выстраивание вот этого, где вы можете порекомендовать, сначала тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, потом пойти вот это, там столько лет здесь поработать, здесь что-то сделать, или что-то подобное? Если мы говорим про какую-то массовую историю, да, Элмурс, то мы отталкиваемся от потребностей. То есть если в этом будет потребность для большого количества людей, то мы, возможно, просто возьмем под это дело специалиста, при необходимости обучим его, адаптируем к работе, выстроим правильную мотивацию, вот этот человек будет вести вот это вот направление. Но учитывая, что таких запросов, если честно, первый раз такой запрос у нас за 3 года нашей работы, первый раз такой запрос, если ему нужно будет, наверное, если моих знаний для него будет достаточно, то, наверное, я смогу для него. А если со стороны безработных будет такая потребность, будет такой запрос, почему бы нет, почему бы не сделать? Ну, он есть, скажем так, у ваших конкурентов, наверное, да, они стараются тоже в эту историю заходить, они видят там для себя определенную монетизацию, да, поэтому... Ну, смотри, Элмар, на самом деле тут... Да, я почему спросил, я поясню. Просто вот это та группа людей, которая сейчас пойдет на курсы, начнет где-то работать, через 2-3 года, условно, они уже начнут об этом задумываться, да, они придут к этой проблеме, что им надо как-то выстроиться, одно место, второе, кем я хочу быть, да, кем я хочу заниматься. Вы достаточно молодой стартап, и вот, допустим, если вы сейчас это обдумаете, примерно заложите, то вы можете по таймингу, грубо говоря, с ними сойтись, с этой аудиторией. Ну, смотри, на самом деле мы не считаем себя конкурентами ни HeadHunter, ни Авито, мы такая очень... На самом деле я зол и на себя, и на предпринимателей республики в том, что в лучшем случае мы становимся предпринимателями регионального уровня. Очень мало компаний ингушского происхождения, российского уровня. И практически нет компаний мирового уровня. Средний бизнесмен республики, который считается таким крутым, знаешь, нормально, это такой очень местечковый предприниматель, который дорастает до какого-то определенного уровня, да, и дальше не развивается. Теперь, я немножко отошел от темы и сбился с пути. Что бы я хотел сказать? HeadHunter, Авито, мы для них на самом деле никакие не конкуренты. Мы очень-очень вот такие малюсенькие, они слоны. И поэтому нам до них далеко. И все те функции, которые у них есть, надо понимать, что они их тоже сделали не сразу. Они развивались, они становились. И поэтому я понимаю, что нам то же самое нельзя слишком быстро пытаться все внедрять. Почему? Потому что, во-первых, это испортит качество, во-вторых, будет расфокусировка.
Ты знаешь, как спортсмен, который только начал заниматься спортом, тягать штанги, да, он там вместо того, чтобы начать тягать 20, 30, 40 и потихоньку идти в рост, если ты на него будешь накидывать слишком большой вес, большую нагрузку, он по итогу сломается и ничего из этого не сделает. Как я говорил, я верю в маленькие, но планомерные, постоянные шаги. Вообще есть такая технология, называется кайдзен, постепенное совершенствование, да, постоянное постепенное совершенствование. И все те функции, про которые мы сейчас говорим, именно то, что нужно кадрам, я понимаю, что все это нужно внедрять поэтапно, потихоньку, по мере востребованности. Касаемо того, что огромное количество людей не знают, чем они хотели бы заниматься, да, вот это на самом деле огромная проблема. Огромная проблема, я был на телевидении, был на радио, я всегда про это говорю, огромная проблема безработной молодежи в республике, которая не имеет понимания, что они хотят от жизни, и не имеет понимания, в какой отрасли им развиваться. Есть очень простые. И на самом деле я вот бываю периодически в реабилитационных центрах, общаюсь с ребятами и имею понимание, почему они подсаживаются на наркоту, имею понимание, почему жизнь не бывает красочной, и знаю, как эту ситуацию исправить. Ну, я очень много делал дуа Всевышнему, альхамдулилля, Всевышний дал мне определенные инструменты, внедрив которые в первую очередь поменялась и моя жизнь. То есть это понимание, конкретное понимание того, для чего ты живешь, конкретное понимание того, ради чего ты просыпаешься по утрам, и как достигать целей без переживаний, без суеты, будучи радостным и с хорошим настроением, знаешь. И я вижу необходимость создания отдельного проекта для этого направления, прям отдельного проекта. Не такого небольшого ответвления от нашего проекта, а это отдельный проект. Почему? Потому что это направление имеет, я считаю, что очень большую важность для нашего народа. Вот представь, допустим, парень каждое утро просыпается, молодой здоровый парень. Он не знает, чем ему заняться. У него нет никаких целей, он не понимает, ради чего он живет. Он просыпается по утрам и не понимает, ради чего он просыпается. Естественно, когда у тебя нет конкретного своего намеченного пути, ты начинаешь идти по пути, который тебе подменили. А, как правило, подменяет его тебе шайтан, да, аудбиля. И есть большая необходимость. Просто ездя по этим реабилитационным центрам, я понял, насколько это действительно важно. Я вижу необходимость в том, чтобы создать отдельный проект, отдельное направление в том, что, допустим, мы будем принимать человека и будем какие-то проводить отдельные лекции, наверное, я не знаю, как это пока что будет, но где мы поэтапно разложим, как, первое, определиться с отраслью, да, в которой тебе было бы интересно трудиться. Второе, каким образом ставить себе цели, достигать их. И третье, какие вообще ежедневные инструменты применять для того, чтобы путь к достижению этих целей был максимально интересным, радостным, позитивным и в хорошем ключе. Слишком долгий, да, ты такой растянутый. Нет, ты очень тяжелую, такую сложную тему еще поднял, затронул. Но я бы здесь хотел добавить, что помимо тех молодых людей, у которых еще будущее все впереди, есть уже люди, которые, допустим, там за 30, за 40, да, и которые, возможно, тоже без работы и уже, как сказать, отягощены, в кавычках, да, семьей и обязательствами, и которые тоже не знают, что им делать, к примеру. Вот, для них мы тоже очень часто говорим, приходите в IT, если видите, что ваша работа что-то не то или вам не интересно, давайте в IT, давайте IT. На самом деле, знаешь, по итогу к какому формату нужно прийти? Вот даже по вахтовым вакансиям я это прекрасно понимаю. Когда у человека, у среднестатистическому человеку сложно справляться с неопределенностями, да, то есть когда ты не знаешь, куда тебе, как тебе, что сделать. На самом деле нужно выстроить по итогу такую систему, при которой мы возьмем человека за руку и проведем его от и до, там, до первого заработка, да, пока он не заработает первые деньги, не придет. Чтобы просто ты берешь человека за руку, проводишь его по кругу, он зарабатывает первую денежку, ты говоришь, ты же понял, как это делается? Понял. Все, теперь давай дальше двигайся сам. На словах это, конечно, звучит все очень легко и просто, на деле это довольно большая, тяжелая работа. Нет, все очень правильно, все очень правильно. Потому что когда ты в состоянии обеспечить себя, свою семью, близких, когда ты за счет того, что ты зарабатываешь, увеличиваешь, ты сам более уверенным становишься. И это дает определенную цель, и это очень сильный. Ну и ты более сильная ячейка общества. Тот, кто Плюс работает, тот, кто
мужчина это должен чувствовать, мужчина должен это делать. Это у него в нем заложено это. И вот еще вопрос у нас из чата. Был схожий вопрос, но тем не менее от Бердазива. Так, какие каналы продвижения вы считаете для своего проекта самыми эффективными? Ну, что мы сделали? Допустим, как мы раскачали соцсети, да? Все это было очень просто. Мы просто собирали все вакансии, которые есть. Ну, не все вакансии, большинство вакансий, которые есть на просторах интернета. Сначала первого, и просто выкладывали их у себя. И параллельно у нас тогда еще был таргет, продвигали таргет на просторах соцсетей, и потихоньку люди подключались сами. То есть это в основном было такое точное продвижение, где мы поначалу искусственно выставляли вакансии, да, а потом все это уже как-то, наверное, больше, можно сказать, сарафанное радио. Плюс Инстаграм, наверное, потому что там много подписчиков. Плюс еще, я думаю, Инстаграм очень сильно помогает, потому что там много подписчиков. Да. Так что здесь, наверное, больше Инстаграм хорошо помогает. Так, есть ли у нас еще вопросы в чате? Так, Рамзан, ты что-то молчишь? Весь выпуск молчал. Я слушаю, вы все говорите, приходите. Я внимательно слушаю. Да. У меня такой вопрос был. Я сегодня был на вашем сайте, тоже смотрел вакансии и не заметил вакансий от, так сказать, официальных, от муниципальных организаций, то есть такие полугосударственные работы. Ну, то есть там, условно, Почта России, МФЦ, потому что на том же ХХ в других регионах, ну, то есть на ту же почту, тот же МФЦ, то есть постоянно требуются сотрудники, причем в большом количестве. То есть на вашем сайте я не заметил таких вакансий. Вот я хотел узнать, эти вакансии... На сайте или на наших страницах в соцсетях? То есть это все в соцсетях у вас? Смотри, просто вакансии, которые сейчас есть на сайте, они только тестовые. Ну, на самом деле, то, что ты говоришь, Рамзан, то, что ты говоришь, имеет место быть. На наших страницах в соцсетях очень редко выставляются вакансии с официальных, с государственной стороны. То есть, условно говоря, те же муниципалитеты, те же школы. Ну, школы все-таки пореже, хоть иногда бывают, но в основном, допустим, там с министерства вакансий не бывает практически. Мы действительно думали об этом, почему так, почему не бывает. И пришли к такому выводу, на самом деле тут работает психология людей. Вообще, в основе своем, вот представьте, две комнаты, да, одна комната светлая, с включенным светом, другая комната темная. Вот людям больше нравится, людям не нравится неопределенность. Если, допустим, человек видит две комнаты, одна светлая, другая темная, и в этой светлой комнате стоит полстакана воды, и ты ему скажешь, какую комнату ты выберешь, то многие люди выбирают светлую комнату. Потому что, ну, понятное дело, только полстакана воды, но это полстакана воды там есть. И люди выбирают это. И на самом деле вывод, к которому мы пришли, то, что на госработах, несмотря на то, что порой зарплаты бывают очень маленькие, люди довольно быстро закрывают такие позиции, да, и находятся работники на такие позиции, потому что, ну, это госслужба, да, мало, но зато конкретно, зато каждый месяц я буду получать, зато будут отпускные, зато можно будет там потом пойти в декрет или чего-то там еще. То есть вот эта боязнь неопределенности сильно подталкивает людей на то, чтобы вакансии в госструктуру очень быстро закрывались. С этим понятно. И такой еще вопрос у меня созрел. Вот, допустим, соцсети. То есть, ну, основной трафик у вас сейчас на соцсетях. Можно я докончу вопрос? Я просто забыл кое-что сказать. То есть одна из причин такая, а вторая причина в том, что на самом деле госрегулирование в поиске работников для государственных организаций процесс тоже очень усложненный. То есть, допустим, условно говоря, там какое-то государственное предприятие не может просто взять и от себя вакансию выложить. Им приходится проходить какие-то целые цепочки сложные, рутинные, да. Ну, у них какие-то там свои заморочки. То есть вот два таких момента. Рамзан, без бахла, я перебил, да? Нет, и еще такой вопрос у меня. То есть у вас сейчас, ну, основная площадка, я так понимаю, Инстаграм, правильно? Ну, Инстаграм, Телеграм, да, ну, соцсети возьмем. Так,
как вы планируете переводить людей из соцсетей на сайт? Ну, я к тому, что я заметил, что в республике у нас весь бизнес, вся торговля, поиск, продажа, все происходит именно в соцсетях. То есть у нас очень пользоваться сайтами, у нас все в соцсетях. Очень легко, вообще я об этом никакой сложности не вижу, иншаллах. А сейчас, допустим, когда человек хочет выложить вакансию или хочет выложить резюме, у нас в шапке наших профилей, да, в закрепленных сообщениях стоят ссылки на Google формы. Мы просто вместо этой Google формы поставим ссылку на сайт, да, где они по-любому должны будут вынуждены зайти, зарегистрироваться и выложить свою вакансию или резюме. То есть сейчас, если ты хочешь выложить вакансию или резюме, то тебе обязательно по-любому нужно пройти регистрацию. Причем регистрация, если вы заметили, была очень легкая, ну, по крайней мере, мы так постарались сделать ее очень легкой. И вот выложив там свою вакансию или свое резюме, лишь в этом случае, да, их вакансии или резюме попадут в соцсети. То есть, получается, сейчас вот те, которые вакансии были в канале, да, я вижу, это все, которые через форму Google идут, да? Да. Понятно. На самом деле, я подходя к бизнесу, знаете, всегда... Раньше я шел всегда по самому сложному пути. А сейчас, наоборот, наверное, с опытом приходит понимание, да, всегда находить самый простой, самый упрощенный путь. Самый простой, самый упрощенный путь. И, наверное, более простой цепочки, чем Google форма и соцсети, мы, наверное, не нашли. И это работает, альхамдулилля. Это хоть и просто, но это работает. Вот тут стоит отметить, да, что у нас республика вообще это удивительное место, потому что мы в этом плане, как я уже где-то писал, впереди планеты всей, потому что мы проскочили вот этот этап десктопов. Вот Google у нас только несколько лет назад сделал mobile first, то есть сделал первоочередной упор на мобильный интернет, чтобы все было четко на мобильных устройствах. А у нас еще с нулевых начиная все на Nokia сидели в ап-интернет и там на сайты ходили, да, именно такие версии. С тех пор на десктопы и ноутбуки так и не переехали, по большому счету, поэтому, да, полностью все у нас через мобильный телефон. И, кстати, когда была регистрация, она была по номеру телефона, я сразу отметил, что регистрация не по имейлу, а именно сразу по номеру телефона. Здесь вот тоже как бы перескочили этот этап, когда все в моде было именно по имейлу регистрироваться. Да, это удобно. И именно под нашу республику, я бы сказал, что это заточено. Все верно. Вот. Просто, знаешь, мы, работая в регионе, видим ситуацию на рынке труда. Взаимодействие ежедневно с огромным количеством людей, мы понимаем, что им нужно. То есть не так, что мы засели и делали то, что нам нужно. Нет. Предприниматель всегда делает то, что нужно его пользователю. И исходя из большинства людей, исходя из этого, исходя из их потребностей, исходя из их умения пользоваться интернетом, да, мы первостепенно при разработке этой платформы поставили интуитивную понятность сайта, чтобы человек зашел, и все было максимально понятно. Да, это здорово. Так, есть ли у нас еще вопросы в чате? Фронт работ к доведению до сайта до максимальной интуитивности, чтобы буквально чуть ли там ему не показывалась вакансия, которая ему нужна именно, а не та, которая в списке в целом есть. Поэтому работы там еще много. Да, касательно сайта, все-таки выбирать себе место работы удобнее будет через сайт, потому что Инстаграм, это понятно, он изначально был придуман для этого, и хоть у нас эти платформы и соцсети очень модные, да, и популярные, но тем не менее, если ты серьезно хочешь найти работу, это не очень удобно бывает, все-таки удобнее через сайт это делать. И плюс еще у меня есть некоторые пожелания, которые я потом тоже там передам, может быть, вы сможете с этим что-нибудь сделать, вот. И еще одно время тоже планировал, что тут у меня такая идея была, тоже какой-то такой сайт сделать и прочее. И давным-давно я купил сайт, у меня есть bolg.rf. И я вот, раз уж вы решили заняться этим, я хотел бы вам передать, чтобы вы там редирект могли повесить. Все, кто заходит на bolg.rf, чтобы попадали к вам. Так. Ну, в чате у нас больше вопросов нет. Если бы кто-то еще хочет какое-то финальное слово сказать, Я бы хотел сказать финальное слово, на самом деле, не то, что финальное слово, то, в чем будет польза для наших пользователей.
Если говорить поэтапно, на самом деле как мы с вами говорили, огромное количество людей живут в этой жизни и не понимают, чего они хотят. Да. Их жизнь очень однообразна, очень сера, не насыщена там, яркими красками и так далее. Если вас не устраивает ваша жизнь, и вы хотите мне что-то поменять, самое первое, что нужно сделать, я сейчас обращаюсь именно к безработным, да, самое первое, что нужно сделать, это определиться с намерениями. Самое первое – это намерение, да. Для чего тебе нужны деньги? Для чего? Слышно меня? Да-да-да. Просто у меня почему-то камера только моя показалась. Все остальные ушли. Все. Я решил тебя крупным планом вывести. Самое первое, чем нужно определиться нашим безработным, это с намерением. Самое главное ходить в религии и изучить следующим образом. Поистине каждое деяние оценивается по намерению. Человеку, каждому безработному нужно определиться с намерением. Для чего ему нужна работа? Для чего ему нужны деньги? Если ему нужны деньги для работы, для того, чтобы там, купить себе iPhone, купить машину, понтоваться, да, то грош такому намерению. Намерение должно быть правильное. Намерение – это то, ради чего ты это делаешь. Это то, что знаешь ты, это то, что знает Всевышний. Когда ты выстраиваешь правильное намерение, на самом деле, я вас уверяю, ребята, ты начинаешь чувствовать помощь и поддержку Всевышнего. Каким должно быть правильное намерение? Самое главное, да? Правильное намерение – это кормить себя и свою семью. Сделать так, чтобы тебе не пришлось у кого-то что-то просить. Быть сильным членом общества, быть полезным для своего общества. Почему? Потому что деньги – это что дают деньги? Деньги дают возможность. Деньги дают возможность быть еще более полезным. Второе, да, это определиться с отраслью, с тем, в чем тебе хочется трудиться. Не стать профессионалом в том, что тебе не нравится. Поэтому очень важно определиться с профессией, очень важно определиться с отраслью, в которой тебе хотелось бы трудиться. Каким образом это сделать? Все очень легко. Прямо сейчас можете на YouTube забить в поиске Мурад Лериба, как выбрать профессию. Мурад Алискеров – это дагестанский бизнесмен, наш товарищ, наш знакомый. И он буквально там в получасовом ролике рассказывает о том, как это нужно сделать. И вот вы, просмотрев ролик, буквально в 4 этапа сможете определить для себя профессию или отрасль, в которой вам хотелось бы трудиться. Третье – это поставить для себя конкретные цели. То есть намерения определились, с профессией определились, теперь ставим конкретные цели. Устроиться на работу, условно говоря, купить машину, что-то еще. На самом деле очень важно привязывать цель к религии. Очень важно привязывать цель к религии. Когда, вы знаете, можно поклоняться Всевышнему, можно сделать свою работу поклонением Всевышнему. И любую цель свою, там, заработок, заработать деньги, да, устроиться на работу, когда ты это дело привязываешь к религии, это становится просто супер целью. Например, там, ты хочешь сделать ты охранник обычный, да, условно говоря. Так, сейчас на компьютер, кажется, выключится, я не понимаю, в чем дело, сейчас буквально секунду. Мало зарядки. Так, вроде подключился, нет, кажется. То есть, условно говоря, человек-охранник, да, ну, казалось бы, каким образом он может привязать свою профессию к религии? Все очень просто. Поставь для себя более глобальную масштабную цель. Более глобальную масштабную цель. Вот у тебя охранная отрасль. Огромное количество мусульман нуждаются в том, чтобы сохранить свое имущество. Поставь для себя цель. Создать крупное охранное агентство, которое позволит мусульманам сохранять свое имущество, да. Все, у тебя там, ты связал свою цель с религией. Не просто заработать деньги, а охранять имущество мусульман. Все, и на фоне этого ты можешь дальше раскачиваться. После того, как ты определился с целью, просто разбиваешь свои шаги, разбиваешь путь к своей цели на очень маленькие задачи. Очень маленькие, очень простые шаги. Кажется, да, все-таки компьютер не выдержал. Такой у нас плотный, насыщенный стрим. Моусер, Сейчас, возможно, может быть, да, ты пока заполнишь паузы, на тоже. самом деле Мухаммад озвучил достаточно твердую речь. Мне особо, на самом деле, и нечего добавить. Я как среднестатистический разработчик, да, максимально немногословен. Поэтому я думаю, что я от своего слова вынужден отказаться. Понятно. Ну, я тогда кое-что скажу.
мы на себя, как сообщество интернет, взяли такую задачу популяризировать IT в республике, да, и отправлять людей обучаться IT, смотреть, выбирать этот путь, потому что мы считаем, он очень перспективный. Вот. А ваша задача тогда будет всех этих людей потом трудоустроить. И я надеюсь, что вы с ней справитесь. Ай, мама. Так, кажется. Я про что говорил? Алло, слышно меня? Да. Так, сейчас буквально секунду. Я про что? Слышно еще раз? Да, слышно. Все. И, допустим, определил для себя то, чего ты хочешь добиться, да, там, я не знаю, поставил себе конкретную цель в этой отрасли, в которой ты хочешь трудиться, и разбиваешь путь к этой отрасли на очень простые подзадачи, очень маленькие шаги. Это знаете, как съесть слона по кусочкам, да, все про это знают. Если ты захочешь съесть слона, то ты никогда его не съешь. Если ты его разделишь по кусочкам, то рано или поздно ты его съешь. И просто разбиваешь большую задачу на маленькие подзадачи, и ежедневно начинаешь бомбить. Но есть одна очень важная вещь. Человек, в принципе, все это может понимать, но не действовать. Почему он не действует? Почему огромное количество молодежи безработной? Молодежи, я считаю, мужчин до 40 лет. Я сейчас буду говорить именно про безработных, про здоровых молодых мужчин. Почему они не работают? Вот надо посмотреть в корень. Потому что они находятся в зоне комфорта. Они находятся в зоне комфорта. Их что-то кормит. Что-то да их кормит. Да, конечно, им хотелось бы чего-то большего. Им также хотелось бы ездить на хороших машинах. Но они находятся в зоне комфорта. Есть две вещи, которые дают человеку энергию и стимул действовать. Да? Самое первое, это когда он остается голодным, и у него нечего кушать. И второе, когда у него есть конкретная цель. Поэтому, если кто-то из молодых людей, которые нас смотрят, хочет выйти на работу, да, начать менять свою жизнь, посмотрите, что вас кормит. Вас кормят либо ваши родственники, либо какие-то, знаете, родители, ну, либо родители, либо родственники, либо какие-то государственные выплаты, да, там, пенсии, пособия и так далее. Если вы хотите выйти из зоны комфорта и действительно начать действовать, начать менять свою жизнь, то вам, дорогие друзья, нужно отказаться от этих денег для себя. Оставьте эти деньги на семью, не берите их себе. И я и на радио, и на телевидении про это говорил. И вот когда вам нечего будет кушать, да, вам нечего будет залить в машину, и я вас уверяю, стимул действовать появится. Поэтому, если резюмировать все, что я сказал, если нас смотрит безработный парень, то ты, уважаемый безработный парень, должен задать себе вопрос: почему мне не хватает стимула действовать? Я, скорее всего, нахожусь в зоне комфорта. Да? Почему я нахожусь в зоне комфорта? Что меня кормит? Родители, какие-то государственные выплаты, пособия. Если я хочу начать расти, то я должен перестать тратить деньги для себя. Наверное, слишком растянуто, можно было бы покороче, да. Получилось, как получилось, короче. Все верно. Я, в принципе, согласен. Я согласен с этими словами. Думаю, как и многие, тем более у нас и в чате тоже пишут. Во многом с этим согласны. Вот. Ну, я думаю, нам стоит уже закругляться, потому что мы все, что могли, охватили. Мои вопросы точно закончились. Рамзана вопросы закончились, да. Мовсера мы сразу же замучились сначала. Ну, знаешь, Элмар, что я хотел бы сказать. На самом деле, вот день прошел, да, неделя прошла, месяц прошел, год прошел. Мы с вами, люди, не стоим на одном месте. Мы либо развиваемся, становимся лучше и умнее, либо деградируем, становимся глупее, да. И тот, кто неделю работал, да, он работал, он пахал, и его будущее, иншаллах, определяет это. А кто-то бездельничал, лежал на диване. В принципе, неделя и для тех прошла. И для того, кто пахал, и для того, кто бездействовал. Но вопрос в том, каким будет их будущее. Если тот, кто лежал на диване, надеется на то, что его будущее будет таким же успешным, как тот, кто пахал, то кроме как глупостью, да, это ничем другим назвать нельзя. То есть, что я говорю, по-любому. У нас в чате последний вопрос уже. Спрашивают, есть ли у вас телега. Я отвечу, пожалуй, да, телега есть. Набираете в Яндексе «Работа 06», переходите на сайт, переходите в телегу.
Вот как-то так. На самом деле, Элмер, большое спасибо. Хоть вы не считаете там чем-то большим тот эфир, который вы провели, на самом деле для нас, для предпринимателей и вообще для стартапов, такое информационное освещение, оно имеет место быть. Выходя в такие эфиры, выходя в такие эфиры, получается освещать наши проекты. И на самом деле, когда ты видишь, что тот продукт, который ты сделал, что им дорожат, что его ценят, да, что с ним считаются, на самом деле это придает дополнительную силу, дополнительную мотивацию. Для Ильяс Халшана я искренне вам благодарен за сегодняшний эфир. Пусть Всевышний дарует благо и в нашей, и в вашей деятельности. Для Ильяс Халшана. Баркал. Да, то же самое могу сказать о вас. Тоже рад, что получилось встретиться, посидеть, пообщаться, рассказать. Это нам тоже очень полезно, потому что я уже сказал, что мы стараемся направить людей в сторону IT, а после того, как мы их туда направили, они обучились, вы должны их уже дальше подхватить и трудоустроить. Поэтому мы очень нужны друг другу. Вот. И надеюсь, у нас все с этим получится. Вот. Всем салам алейкум. Да. Для Ильяс Халва, алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мы на связи. Для Ильяс Халшана. Баркал. Адикум. Давай.